Друзья, приветствую вас на моем канале и предлагаю немного обсудить новости. Перед тем, как мы начнем обсуждать новости, хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. А на этой неделе пришла печальная новость из Америки. Умерла теща Дональда Трампа и мать жены Дональда Трампа Мелании Трамп. Звали ее Амалия Кнаус. Ей было 78 лет, и она скончалась после продолжительной болезни. Если, может быть, кто-то из вас не знает, то жена Дональда Трампа, Мелания Трамп, она родом из Словении. И она родом из маленького словенского местечка Сивница. Мать переселилась в Америку в тот момент, когда ее зять был президентом, чтобы помогать дочери ухаживать за сыном. Мелании Трамп очень часто приходилось сопровождать мужа в деловых поездках и абсолютно не оставалось времени на сына. А в 2018 году мать Мелании Трамп, ее звали Амалия Кнаус, приняла американское гражданство. И вот на этой неделе пришла печальная новость, что Амалии больше не стало. Дональд Трамп также попрощался со своей тещей. В социальных сетях он написал: «Прекрасная теща и мать моей супруги Амалия Кнаус только что отправилась в чудесное путешествие на небо. Она была удивительной женщиной, и ее будет не хватать». Мне стало интересным, знает ли сын Дональда Трампа славянский язык, ведь его мать славянка. И бабушка Амалия Кнаус вместе со своим супругом Виктором, который сейчас остался вдовцом, они переселились в Америку, чтобы ухаживать за внуком. Смогли ли они сохранить славянский язык для своего внука? Знает ли он сейчас родной язык своих предков? Сейчас темнеет быстро, включу-ка я свет. На этой неделе произошла ужасная экстремальная ситуация с одной славянской семьей. Отец, мать и их взрослая 22-летняя дочь купили себе экскурсию в пещеру. Сделаю небольшое отступление, чтобы рассказать вам, что это за пещера. Пещера называется Крижна Яма, и ее протяженность составляет более 8 километров. И для сравнения, если вы хоть что-то знаете о Словении, эта пещера не идет ни в какое сравнение с популярной Постоянской ямой, где есть искусственное освещение, где комфортный паровозик везет вас внутри пещеры. Крижна Яма, она не имеет искусственного освещения, и она такая дикая пещера. В этой пещере устраивают экскурсии, и экскурсии разного рода. Есть коротенькие экскурсии, на которые не нужно предварительно записываться. Вы можете, например, приехать и совершить короткую экскурсию, посмотрев предварительно часы работы этой пещеры. А есть экскурсии, которые длятся долгие часы. И на эти экскурсии очередь составляет аж до 2 лет. И эти экскурсии проводятся только зимой. И вот эта семья, они стояли на очереди, наконец-то их очередь подошла. Они втроем в сопровождении 2 гидов отправились изучать эту пещеру. Я так поняла, что есть участки, где ты идешь пешком, а есть участки, где ты плывешь на резиновой лодке. И вот каким-то образом они, значит, с фонариками по вот этой вот пещере двигались. Пещера необыкновенной красоты. Один гид, который их сопровождал, был очень опытным, а второй был стажером. И так случилось, что из-за аномальной погоды, из-за того, что у нас нет снега и зимой идет дождь, неожиданно вода стала прибывать. И они оказались отрезанными от выхода. И остались в полной темноте. Я так понимаю, что телефон там практически не ловил, вода прибывала, и они не могли вернуться. И они нашли в этой пещере островок, на котором оставались отрезанными от мира. Конечно, они испытывали смешанную комбинацию чувств. Они были и в панике, и в страхе, и им было холодно, и у них не было запаса еды. Но как-то им удалось все-таки сообщить о своей проблеме, и началась спасительная операция, которая длилась 3 суток.
Сначала удалось проникнуть к ним водолазам, каким-то образом доставили им еду, фонарики дополнительные, палатку, чтобы они могли там разместиться, чтобы они не замерзли и не умерли с голода. И начали ожидать, когда же вода будет отступать, чтобы они смогли выйти. И вот через 3 дня эта операция увенчалась успехом. В этой операции были задействованы и водолазы, и спасатели, и медики, и психологи. За этой спасательной операцией следила абсолютно вся Словения. 10 января они наконец-то были спасены, и я вот представляю себя на их месте, что бы испытывала я. Я человек, который еще вдобавок подвержен паническим атакам, и у которого есть клаустрофобия, где ты сидишь в кромешной темноте, в холоде, без какого-то большого запаса еды, вода прибывает, ты еще находишься в неведении, еще вдобавок и без связи с внешним миром, но это просто кадр из какого-то фильма ужаса, из какого-то апокалипсиса. И если вы любитель пещер, то я в описании к этому видео оставлю ссылку данной пещеры, где вы можете выбрать для себя подходящую экскурсию. И как вот здесь пишут, экскурсия может длиться от 1 часа и, видимо, до 3 суток, если повезет. В Словении ведется статистика по стоимости стандартной продуктовой корзины в различных торговых сетях. И каждая торговая сеть, конечно же, хочет попасть в эту статистику, потому что это реклама для них. Если потребитель увидит, что в данной торговой сети стандартная продуктовая корзина стоит меньше, то, конечно же, обыватель захочет пойти в эту торговую сеть, думая, что там цены ниже. Одна торговая сеть была уличена в манипуляциях со стоимостью на отдельные виды товаров из стандартной продуктовой корзины. А именно, были наклеены яркие желтые ценники, на которых было написано: стейки из свинины стоят 79 центов. Но товара на самой витрине не было. То есть вы приходите, видите ценник, а товара нет. То есть такая привлекательная цена, но купить вы ничего не можете. Еще в декабре потребители сообщали о смехотворно низких ценах на продукты, входящие в базовую корзину. Перепись проводится правительством и должна дать потребителям возможность сравнить цены на основные товары, на основе чего они смогут совершать рациональные покупки. Вот о чем я, кстати, и сказала. Люди хотят пойти туда, где ниже цена. Однако корзина может не отражать фактические цены, поскольку трейдеры начали использовать некоторые методы, чтобы побороться за звание самого дешевого трейдера. Поскольку в корзину входят 15 основных продуктов питания. За счет снижения цен на эти конкретные продукты розничный торговец может получить статус самой дешевой продуктовой корзины. Мало того, что цены на некоторые избранные продукты сильно снижены, эти продукты доступны в ограниченном количестве и практически отсутствуют на полках. То есть все-таки эти продукты лежали на полке по этой смехотворной цене, но их очень быстро раскупили, а цена осталась. И кто же их упрекнет, что у них не было товара по данной цене? Ведь кому-то же все-таки удалось это купить. Вот таким вот образом торговые сети с многомиллиардным оборотом пытаются заманить к себе в магазины наивных потребителей, которые всего лишь хотят сэкономить свои трудом добытые копейки. И в конце хочу поделиться с вами новостью о забавных именах и фамилиях в Словении. Например, в России я встречала такое сочетание, как «голова члена». То есть у Лены фамилия Головач, но если прочитать сначала фамилию, а потом имя, то это звучит несуразно. И вот такие же курьезные сочетания встречаются и в славянских семьях. Например, пользователи обратили внимание на такое сочетание фамилии и имени. Тестен Нина. Нина
это имя, Тестен фамилия. Но если прочитать слитно, то получается Тестенина, что означает макароны. Или, например, есть такое сочетание Жива Гроза. Жива — это женское имя, а Гроза — фамилия. Но звучит это несуразно, потому что Жива — это еще и жизнь, живая, а Гроза — это ужас. И это сочетание означает как живой ужас. Также встречаются сочетания имен и фамилий Лена Муха, что означает ленивая. Еще пользователи нашли такие забавные сочетания имен и фамилий, как Анна Конда, Анаконда, Питер Пен, Дональд Дак, Бананика, Рисанка, Рис Анка, Рис фамилия, Анка имя. А в славянском языке Рисанка — это детский мультик. Еще интересное сочетание срок истек, что означает срок истек. Да и что далеко ходить за примерами, фамилия президентки Словении звучит как Мусор. Но для словенцев в этом нет ничего смешного, потому что у них нету такого слова. В своих частых выпусках новостей я ставлю ударение на второй слог, чтобы это не звучало смешно для российского зрителя. В Словении родители могут выбирать практически любое имя для ребенка, если только оно не мешает общественной безопасности. В Словении действует закон о личном имени, который гласит, что право свободно выбирать личное имя может быть ограничено только в том случае, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности, морали или прав и свобод других людей. В мире есть достаточное количество таких сочетаний имен и фамилий, которые уже запрещены. Например, в Германии к этим именам относятся Мэтт, я, кстати, не знаю, почему Мэтт, Адольф Гитлер, Коль, Стомп и Усама бен Ладен. Во Франции Нутелла, Стробери, Димон, принц Уильям, Мини Купер и Джихад. А в Мексике имена Facebook и Бэтмен. Вот так вот. Вот эти вот сочетания в разных странах запрещены. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +1 до +5. Небольшой дождь. Алиса, спасибо. Это было нетрудно, это по любви. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, делиться своим ценным мнением в комментариях и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!